Хотите, чтобы ваши многоэтажки провели ремонт, заплатите по счетам. Схема работы регионального фонда капитального ремонта максимально проста. Она напоминает копилку: сегодня отложил, а завтра забрал. Правда, на деле все не так идеально. Люди просто не хотят платить. Собираемость низкая, если учитывать собираемость в целом по округу и по стране. Есть, конечно, дома, где собираемость 4%, есть дома, где собираемость 2%, есть дома, допустим, где 62% собираемость, 49% собираемость, за исключением тех домов, которые у нас находятся на праве оперативного управления юрлиц. По этим домам у нас хорошая собираемость. И так практически каждый раз работники фонда подолгу ждут, но хозяева не спешат открывать. Квартира за квартирой, этаж за этажом. Ответ везде один – молчание. То ли стыдятся камер, то ли просто не хотят платить. Взносы относительно небольшие. На сегодняшний день тариф за капитальный ремонт составляет 6 рублей 30 копеек за метр. То есть за квартиру в 100 квадратных метров придется заплатить 630 рублей. Как вы видели сами, сейчас, к сожалению, двери никто не открывает, несмотря на то, что если взять в общем по городу Магаз, это дом один из лучших домов в плане перечисления взноса на капитальный ремонт. То есть собираемость этого дома на сегодняшний день составляет 62%. Такие обходы сотрудники фонда проводят каждый месяц. Обычно квитанцию с напоминанием об уплате кладут в почтовый ящик. Зачастую квитанции там и остаются. Если предыдущие абоненты оставили свои квитанции в почтовом ящике, то в этом доме квитанцию все-таки забрали, но осталась она лежать на подоконнике. Она за май месяц. Этажом выше один из абонентов все-таки открывает дверь. Правда, запись приходится делать, не снимая лица женщины. Выяснилось, плату она вносит регулярно. В вашем доме просто процент собираемости низок. Единственное, которое вы открыли дверь, это вы, поэтому мы пришли к вам. У вас, как я понял, должности нет, да? Нет, каждый месяц ежемесячно могу квитанции показать. Все, спасибо. Меры в отношении тех, кто не платит взносы, предусмотрены законом. На владельцев квартир подают в суд и через приставов вынуждают платить по счетам. Но это работает не так, как хотелось бы. Нами подано 5996 исковых заявлений в суд на общую сумму 83 миллиона рублей. На сумму около 39 миллионов рублей уже принято решение. Эти решения мы направили приставам. К сожалению, здесь у нас по исполнительному сбору процент собирают низкий. Именно исполнение данных судебного решения. Всего 7,5 миллионов рублей сегодня взыскано судебным приставом. Если не будут перечислять данные взносы, соответственно, никакого капитального ремонта на квартирных домах не будет. А это говорит о том, что буквально через несколько лет мы придем к тому, что у нас начнут рушиться какие-то части конструктивных элементов наших многоквартирных домов. Соответственно, потом уже говорит о том, что нам кто-то поможет. Нет, к сожалению. Почему? Потому что обязанность по перечислению взноса возложена на собственное помещение. Никаких обязательств ни субъекта, ни федерации, ни органа местного самоуправления в части проведения капитального ремонта общего имущества нет. Почему? Потому что общее имущество многоквартирных домов является собственностью самих собственных помещений, проживать в данных домах. Соответственно, проводить капитальный ремонт, содержать данное имущество в надлежащем виде, это обязано установлено законодательством самих собственных помещений. Обновленные фасады, балконы, прочная кровля и новые коммуникации. Вполне осуществимая мечта каждого жильца многоэтажки. Всего в базе фонда 299 домов, из которых исправно платят в копилку на будущий ремонт лишь 35%. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.